Но на историях мы должны учиться. А учимся ли мы? Я думаю, нет. Многие страны вводят локдаун, карантины, закупают вакцины. У нас на поверхности другие вопросы. Политика, конституция, дележка власти. Не до вас сейчас. Не до ваших там жизней, не до ваших там болезней. Люди пилят власть, пилят бюджеты. Кто будет думать о вас? Только вы сами. Поэтому не надо ждать никакого царя. Не надо ждать, что наше государство что-то сделает. И даже если будут вводиться карантины после 11 апреля, это не поможет, люди не будут сидеть. Не будут сидеть дома, потому что вот Всемирный банк сказал, что 700 тысяч граждан как минимум потеряли работу. Раньше я не получал столь массовых сообщений дать в долг, устроить на работу, дать хотя бы продукт. Сейчас массово я эти сообщения получаю. Массово. Ни карантин не поможет. К вакцинации мы не готовы. У нас всего лишь 75 тысяч доз вакцин. Как они будут распределяться, пока мы не знаем. При этом сам руководитель нам говорит: я киборг, вакцинироваться не буду. Ну, за него, конечно, говорят, он сам говорит. Но это пример же. Другие же это видят. А особенно люди верующие. Они думают, ну, его Бог бережет, и нас Бог побережет. Но я вам откровенно говорю, поэтому уроки истории извлечь должны мы. Я так понял, руководству нашему не до нас. После 11 апреля будут обсуждаться не коронавирус, а может какое-нибудь там одно будет заседание государственное. Будут заниматься выборами за Конгрессом, потом опять выборы. После выборов снова опять дележка. И вот так и пройдет. Вот что у нас на 21 год, когда другие страны пытаются защитить своих граждан, когда обезопасить своих граждан. У нас пока политические проблемы. Поэтому берегите себя, берегите своих родных, ответственность на каждом из нас. И не надо думать, что государство у нас что-то решит. Лучше наоборот заранее говорить о том, что ничего оно не решит. Спасибо.